Накануне сотрудники ГИБДД и отряд студентов из ВФУ возле торговых объектов Якутска провели акцию «Предотврати угон». Водителям раздавали листовки и памятки. Подробнее в материале наших корреспондентов. По итогам 10 месяцев этого года на территории республики совершено 316 угонов и 99 краж транспортных средств. Больше всего кражи совершают в городах Якутск, Ленск, Алдан, Нерюнгри, Мирный, а также в Хангаласском, Алекминском, Микино-Кангаласском и Нюрбинском районах. Акцию «Предотврати угон» провели возле оптовых баз, торговых центров, рынков, где чаще всего водители оставляют без присмотра свои машины. Сегодня мы обнаружили две машины, открытые, с заведенным двигателем. То есть подходи, садись и спокойно уезжай. Значит, злоумышленники пользуются такими случаями и угоняют транспорт, уже груженный товаром. Хочется обратиться к водителям. Будьте внимательны. Если вы уходите надолго, не оставляйте машину без присмотра. Желательно, чтобы в машине оставался какой-нибудь пассажир. Как правило, основной массив угнанных и похищенных транспортных средств составляют автомашины, оставленные водителями в местах массового скопления людей и их проживания с работающим двигателем и оставленным ключом в замке зажигания. Данная проблема особенно актуальна для нашего региона, так как природные условия не позволяют оставлять надолго автомашины с неработающим двигателем. Плохо, надо закрывать, потому что потом не найдешь. Вот еще одна. Кто виноват за это? Хозяин. Вот хозяин. Хозяин. Водителям. Да я пожелаю быть внимательными, и более ответственно относиться к своим транспортным средствам, чтобы потом не попадать на деньги и нервы. За угон должны внести ответственность не только воры, но и нерадивые хозяева автотранспортных средств. Руководство МВД обратилось к властям республики с предложением внести изменения в Республиканский кодекс об административных правонарушениях, которыми предлагается штрафовать водителей за халатное отношение к своему средству передвижения в размере 1000 рублей.